Аллилуйя, 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 Пану воздавай. Аллилуйя, 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 Пану воздавай. Святый Господь-Избавитель, Святый Господь-Избавитель, Святый Господь-Избавитель наш. Аллилуйя, 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 Святый Господь-Избавитель наш. Пётр воскресенье, Пётр воскресенье, Пётр воскресенье, Аллилуйя, 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 Пётр воскресенье. Нету понимания, нету славы, придет нам. Аллилуйя, 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 Иисус славе придет нам. Иисус во мне боится, Иисус во мне боится, Иисус во мне боится. Аллилуйя, 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 Иисус во мне боится. В имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Таким поздравленням вас всіх вітаю. Подчас гэтай святой мшы будем молиться за парафіян, просячы патрэбных Божых ласкаў для кожнага з нас. А таксама гэтая четвертая неделя ў касцеле называецца неделя, хто ведае як. Ну так, дзеці спявалі песню добрага пастыра. Сапраўды, неделя добрага пастыра, якую мы цяпер перажываем, нас сёння сюда прыводзіць, бо пастыр хоча нас павесці па дарогах нашага жыцця, але не такога жыцця, бо наше жыццё, так сказать, это жыццё таксама Божае. Перапросім за нашыя грахі, каб мы маглі годна злажыць гэтую найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Всемогутному. И вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятванием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Пану молитву, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, за Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, смилуйся, Пане, смилуйся, Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся, Христе, смилуйся, Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся, Пане, смилуйся, Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Gloria in necessitero, Gloria, 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 Gloria in necessitero, Gloria, Gloria. Слава на вышине Богу, а на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, хвалимся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем
святителя великой славы Твоей, Пане Боже, благодарные небесны, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне Одинородный, Иисус Христе, Иисус Христе, Иисус Христе. Gloria, in necessiteo, Gloria, 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 in necessiteo, Gloria, Gloria. Пане Боже, баранок Божий, Сыне Отца, яки вершишься в искорке свету, смилуйся над нами, яки вершишься в искорке свету, прими моление наше, яки сидишь праворушайся, смилуйся над нами, о, только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наидущийся Иисус Христе, с Духом Святым хвали Бога Отца. Аминь. Аминь. Gloria, in necessiteo, Gloria, 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 in necessiteo, Gloria, Gloria. Молимся. Всемогутный, вечный Боже, приведи нас да уделу у радости небесной, как мы, як покорная паства, дошли до Твоего благодарства, куда ранней пришел наш пераможный пастырь, яки с Тобою живей благодарить в едности Духа Святого, Бог празусель веки вечные. Читание книги Деял апостолов. В те дни Петр, наполнившись Духом Святым, сказал: «Проводыри народу и старейшин, коли нас сегодня допустили, добрую нас, дякуючи якому этой хворый человек выздоровел, то нехай будет ведомо вам и всему народу Израиля. Этот человек стоит перед вами здоровый, дякуючи имени Иисуса Христа Назарета, якого вы проживали, якого Бог воскресил из мертвых. И он камень, який ви, будовники, откинули. Але он стався головою вугла. І нема ні в ким іншим збавлення, бо нема іншого ім'я під небом, даденого людям, у яким могли б отримати збавлення. Это Слово Божие. Дякуємо Пану. Камень, откинутый в давний камень, стал головою угла. Камень, откинутый в давний камень, стал головою угла. Хвалите Пана, бо Он добрый, бо навеки милосердность Японая. Легше скудать надею на Пана, чем сподобаться на человека. Легше складать надею на Пана, чем сподобаться на вельможных. Камень, откинутый в жалкий камень, стал головою упал. Славлю Тебе, вот имя не почув,
стал моим избавлением. Камень, откинутый будовниками, стал головою лав. Вам учинил это, и дивное, но у ваших наших. Камень, откинутый будовниками, стал головою лав. Благословенный, кто идет имя Пана, благословляем вас дому Пана. Боже мой, буду звеличивать Тебе. Дякуйте Пану, бо Он добрый, бо Его милосердность навеки. Камень, откинутый будовниками, стал головою лав. Читання першого послання святого апостола Іоанна. Умилование. Глядите, какую любовь дал нам Отец, как мы были названы детьми Божьими, и ими являемся. Свет тому не ведает нас, что не познал Его. Умилование. Теперь мы дети Божии. Ли еще не выявился, чем будем. Ведаем, что коли выявится, будем подобными до Его. Бог вашим Его, яким Йом есть. Это Слово Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Я добрый пастырь, каже Пан, и ведаю овечек моих, а мне ведают мяне. Аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с духом твоим. Читание Святого Евангелия по Иоанна. Слава Тебе, Пане. У той час Єсус сказав: «Я добрий пастир. Добрий пастир віддає життя своє за овечок, а наявить і не пастир, якому не належать овечки, коли бачать, що приходить вовк, кидає овечок і утекає, а вовк хапає і розганяє їх. Утекає, бо він наймита, і не клопотиться про овечок. Я добрий пастир, і ведаю своїх, а моє мене ведають, як мене ведає Отець, і я ведаю Отця. І життя своє віддаю за овечок. Есть у мене і інші овечки, які не з гэтага двора. І гэтых мне треба привести, і яны будуть слухати голос мой, і буде один статок і один пастир. Зато я любит меня Отец, что я отдаю життя свое, как взять его снова. Кто не отдає, кто не отбирает, ніхто не відбирає його у мене, але я сам віддаю його. Я маю владу його віддати і маю владу знову взяти його. Яку заповідь я отримав від Отця, таку вам кажу. Это слово Пана. Слава Тебе, Христе. Добрый пастырь. Кто это такие? Той, что добрый, приемный, усмехается, рассказывая анекдоты и овечки за ним признательны. Принес я свою овечку. Ну,
Ну і що скажу? Сьогоднішня неділя доброго пастора нам говорить про кілька цікавих речей. По-перше, що пастир есть добрий і есть не пастир, а есть хто наймит. Хто такий наймит, а? Кого нанимають і кому платять гроші? А пастиру платять гроші? Если коллега его встал, так и он сам себе платит. Я бы плачу, я кассу ставить, пошел на день, кассу пробил, день работы сделанный, занотовал, гроши мои мне остались, сам себе выплатил. Нет, вот это его став. Почитав я трошки и доведался, як ми сьогодні прочитали, що пастир добре ведає свої овечки, перша реч, і ведає як, так, що кожен з їх ім'я дає. У мене теж тут овечка є. Має так само имя Франя, Франька, такая хорошенькая. А представьте себе, что за часом Иисуса пастырь, соправный пастырь, кожной овечці надавав якусь кликуху, або ім'я було інакше. Як ці звали. Було 100 овечок, і 100 як стих назвав. Я пам'ятаю, ходив десь у колісті у Польщі по коляде, и вошел в один дом и убачил там анёлки стоят один ряд, второй ряд, третий ряд, четвертый ряд, может, 200 этих анёлков было. Ну и запытал у этой девчины, яка собирала этих анёлков, чи маете имена какие? Вот он на початок їх давав імена этим анёлкам. Але за тим я вже збилася, ті які, хоч вони всі разні, я не збирала одинакові. Та і так не было. И она только некоторые из их шчипсти каяжила. Ну, да. Потому что хтось ей дал, а люди она была в таком месте, купила, и тяжко было найти такие, да. А представьте овечки, какие все подобные. Мають 4 копыты, хвост, уши и голову. Тоже называется. Что, як ви знаєте овечки? Нема шансу. Але пастир, відомо. Наступне речі ми почитали. Овечки слухають пастира. Люди часами один одного не слухають, ні? Часами нам батьки щось говорять, як приучені, а овечки слухають пастира, представте. Справді, це не тільки взято, що з сенсу теологічного, що чуємо голос Божий, слухаємо голос Божий, але це взято з справді пастиру. Ісус Христос не говорить там якісь речі, які я придумав. Тому що, коли пастир розмовляв зі своїм стадом, назвав йому ім'я, овечки чули барву голоса, приємність голоса, і не даремно сказав, що голос приємний, пастир радісний, і овечки чули цей голос, і пастир йшов, а цілий статок овечок плив за цим пастиром. Колись в інтернеті побачив такий фільмик, не веду, куди овечку було, а може з мільйон, і переганяли. И сопроводный пастырь ни одна никуда не утекала. Все летели ровненько за этим пастырем. Наступна реч, на яку сьогодні треба було б звернути увагу відносно сьогоднішнього дня пастира, що хоче сидіти, что менавіта, братья и сестры, что в сегодняшней Евангелии мы почули, что я добрый пастырь, а докладно прочитаем это 2 раза, и ведаю своих, а моє не ведают. И далее читаем, и життя свое отдаю за овечек, а наймита не отдає життя за овечек. Это так само взято ведеться з чого? З часов, коли жив Ісус Христос. Справді, пастир був пастиром, але хто прийшов нанятися на працю, як пасвіть овечок, тоді підписували умову, договор. Ставили топ соглашення. Сколько овечок, а еще одну овечку привели, топ соглашення. Было 100, стало 101 овечка. Договор подписываем. И что? И в этом договоре один из пунктов говорил, что коли пастир буде погрожать небезпека життя, має право оставить цілий статок овечок і утекати, рятуючи своє життя. Але так пункт такий, що вони мають старатися боронити їх до кінця. Коли вже напевно веде 100%, що зараз йому прийде
мая утекать и оставить этих овечек. Докладно так. Так что, братья и сестры, сегодняшнее это Слово Божие, оно не написано просто взято из какого-то с космоса, из фантастики якоїсь, а написано правильно. Иисус Христос говорит, что Он является добрым пастором. И говорит, что есть шмат еще овечек, которые не належат до моего статка. Але я и так хочу пойти и привести их. Докладно не подобается это слово, яке уже у Евангелии, где и гэтых мне треба привести, и они будут слухать голос мой. Разумеете, як привести? Голосом. Голосом, czyli Świętym Pisaniem, Słowem Bożym. Słowem Bożym. Ktoś скаже, no ksiądz Jan rozkazał jakąś fantastyczną, jak ktoś może najawić, kiedy ktoś nie wierzy w Boga, nie zna jego totalna daleka od Boga. No widzicie, podam wam przykład. Świętego Augustyna знаете? Я особисто не знаю, я не чую. Святий Августин говорить, 40 годов был агностиком и риториком. Риторик вельми добрый мудца. Вельми пригожий говорил, еще не чем я. Он вельми добро говорил. И приходили его слушать тысячи людей. Тысячи. И он научал против веры. Против веры. Мать его не молилась, как он не вернулся. Молилась. Каждая мама хочет добра для сына. Познала Бога и хочет, как Бога познал, так само сын. Ну и Августин не вернулся, але дякуючи чому? Дякуючи тому, що відчинив Святое Писання, розпочув такий голос у серці, відчинив Святое Писання читати. Відчинив його, прочитав те слово, яке йому було потрібно. І з цього моменту відвернулося його життя на 180 градусів. На 180. Пішов в сторону Бога. Почав обдещать того Бога. Был риториком, а уже обдещал Слово Божие. Затем, братья и сестры, то, что сегодня написано, оно здійсняется, и в нашем жизни так само здійсняется. И опошние речи, яку я хочу сказать, это то, что пастырь, что робить, веде дорогой. Певну направку своей стороны, веде куди. Мы так само являемся этими овечками, мы маем свою дорогу, мы можем идти куди хочем. Мы себе запланируем, что будем поступать в жизни дальше. Але добрый пастырь ведает лепей, чим ми самі ведаємо, що нам потрібно. І часами в нашому житті замість світла, яке ми бачимо, і видається, маємо цель, може появитися темра. Эта темра буде послана Паном Богом, как нам показать, что мы не в добром направлении идем, что мы не в добром. Это проявляется так само доброта пастора, вельми она моцная. А эта доброта пастора может нас вельми часто тренировать. Поэтому часами в некоторых ситуациях, как в Пана Бога не было. Когда Пана Бога не было. Чему? Например, представьте себе, один мой знакомый колеситель рассказывал, что такая ситуация его тренировала. И он себе запланировал, да его там приехали в гости, запланировал, что он их посадит в таксовку, что пойдут в ресторан, там делают обед, посадят в таксовку, ну и поедут до себе на плевание. Куда идти там, про город Варшаву. Ну и так подумал, окей, я всегда езжу так посажу их с правой стороны, на этой таксовке, сам сяду с левой, с правой стороны, скажу, поглядите, костюм в Варшаве, сами наибольше, и поглядите, ох, так, и пригожий костюм, а я покажу, что я знаю Варшаву, и там начали буду рассказывать про ее, приехать. Ну и все было нормально, вызвали таксовку, сели в эту таксовку, все было нормально, до первого поворота. Таксист, водитель, повернул в другую направку и поехал. Ну и говорит, я спроголосовался, думаю, хоча здесь возить меня кругами, как я больше заплатил. Что вы так робите, поступаете неправильно? А он говорит, я добро поступаю, я добро еду. Не вы хотите меня на гроши натянуть, на бабки. Говорит, я добро еду. Ну и по-моему, уже там сплотился, уже смотрел, уже хотел выходить из этой таксовки. А таксист проехал туннелем, выехал там, где треба было, этому князю. И он так, опс. И говорит, ну, перепрошал я. Але что, говорит, дало мне одно недоразумение. Одно дало мне недоразумение. Мы так само у житті, як часто плануємо щось. Ми хочемо, як було в нашому житті так. А Бог в нашому житті, як таксист. Вот я веду идею, что это было довжейшее, простейшее. Ну нет, мы бы однако хотели. А Бог, как это таксист, хочет нас провести просто и дорогой. Да. Веровать на Бога, а и так же много.
Syna Bożego Jedynego, Ojca narodzionego, Перед усіми веками, Бога от Бога, світло от світла, Бога справдного от Бога справдного, народженого, а не створеного, одинокого, а не всіх, раз Его осталось, І Он для нас, людей, і для нашого збавлення, зашел с неба, і втілається от Духа Святого, з Деви Марії, і стався чоловіком, ukrzyżowany tak samo za nas, pri Pońskim Piłacie, był zamuczony i pochowany. I na trzeci dzień воскрес, powody Pisaniami, i wzejszł na nieba, siedzieć praworucznie Ojca, i znów przyjdzie w chwale, sądzić żywych i pobiegłych, i Jego władarstwu nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Żywotwórcy, i z Ojca i Syna pochodzić, jakomu razem z Ojcem i Synem należeć poklonienie i chwała, jaki przemawiał przez proroków, wierzę w jedyny święty katolicki i apostolski Kościół, wyznaję jedyny chrzest dla odpuszczenia grzechów i czekają wskrzeszenia pobiegłych i życia wiecznego w budущym świecie. Amen. Dla Boga Ojca, jaki jest zdrowym, prawdą i życiem, uznесем наши супольные просьбы. молимся за святый Костел, как все его верники жили, как наверное Божьим детям. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за все христианские супольности, как не знала их одна вера и любовь до прошлого Пана. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей, які вирішають сльоз світу, щоб скерували своє намагання на усталювання тривалого спокою. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за молодих людей, яких Христос кличе пасти за їх, щоб довірилися своєму Пану і Збавителю. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за хворих і самотних людей, щоб не губляли яны веру і не упадали в роскошь. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, собраних каля алтара Пана, каб мы падчас гэтых великодных дзён здолелі заўважыць в нашем жыцці прысутнасць Воскреслого Пана. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Всемогутний Wieczny Boże, wysłuchaj naszej молитwy, jakie uznосим do Ciebie za все человечество, откупленное кровью Твоего Сына, как все могли радоваться хвале мертвых повстаний про Христа, Пана нашего. Мой Господь пастырь добрый, не усягу доволен, на небах зеленых пасвитёт, до водах свежих пьяне молодых. На небах зеленых пасвитёт, до водах свежих пьяне молодых. Мой Господь пастырь добрый, не усягу доволен, на небах зеленых пасвитёт, до водах свежих пьяне молодых. На небах зеленых пасвитёт, до водах свежих пьяне молодых. Молитесь, как мою и вашу я веру принял Бог, Христос Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру Твоей на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Panie nasz Boże, uczyni, aby za все wydziałali taniec składający гэтую пасхальную ofiarу. Niechaj niezbędne działanie łaski odkupienia stanie dla nas krynicą wiecznej radości. Przez Chrysta Pana naszego. Amen.
Голос серце Узносим до Пана. подякуєм Пану Богу нашому. Он это и справедливо. Справді годна это и справедлива, слушна и збавлена. Как мы Тебе, Пане, завсёды славили, а особливо в этот час больше урочисто вещали Твою хвалу. Коли Христос был охвярованный, як наша Пасха, Бою соправдное ягнё, и Он взял грехи свету и своей смертью даровав нашу смерть, вернувши нам житье раз свое, з мертвых повстание. Тому откупленное человечество во всем свете радуется у воскресению Христа, а хоряю разом с усіми святыми śpiewaють Тобі гімн хвали, неспинно воскликаючи. Святый, 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 Пан всемогутный, небо и земля, полные хвалы, Хосанна на вышине. Хосанна на вышине. Благословенный тот, кто приходит в имя Пана. Хосанна, Хосанна, Хосанна на вышине. Хосанна на вышине. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму у еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў да апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, взяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Podobnym czynom po wieczerzy wziął kielich. Znów Tobie podziaku składając, podał swoim uczniom, każąc: «Bierzycie i picie z jego usie, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowietu, jaka ja za was i za mnogich będzie prolita dla odpuszczenia grzechów. To czynicie na moją pamięć». Это великая таямница веры. Обещает смерть свою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресенье и шагаем Твоего Христа в хвале. Wspominając śmierci z mертвых powstania Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękując, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobą i służyć Tobie. Покорно молим Ciebie, как всех нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удосконаля его в любови, разом с папом нашим Франтишком, biskupom naszym Kazimierem i всім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які опаснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці дійшов з цього світу і дозволив убачити святого обличчя Твоєго.
Просим Ciebie, zmiłuj się nad всеми nami, как мы заслужили удел в житии вечным, у едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, анgelами, сестрой Фаустиной, Яном Павлом II, благословленным Брониславом Маркевичем и всеми святыми, якие спрадвеку подавались Тебе, как зими мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христос Христови укрывисте, Tabie Boża Ojcze Всемогутny, у jedności Ducha Świętego, usia paszana i chwała, prazu Ciebie i wieczny ja. Называемся детьми Божьими, ими являемся, а осмеливаемся казалось. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди благодатство Твое, пусть воля Твоя, як у небе, так и на земле. Небо наше достаточно, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Ciebie, Panie, zbaw nas od всякого злого, дай ласкаво упокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захвата душевного неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прища Спасителя нашего Иисуса Христа. Вот Твое владарство и мощь, и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей дарить его супокоем и едностью, як Ты живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Рано Божий, який береш, прости степу. Смилуйся, смилуйся, смилуйся над нами. Рано Божий, який береш, який степу. Смилуйся, смилуйся, смилуйся над нами. Рано Божий, який береш, який степу. Одари нас супокоем, супокоем нас одари. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечерю Божию.
Пане, я не вартий, щоб ти увійшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Твоя присутня, Твоя присутня, і випадена в серці Твоя присутня, Твоя присутня, і випадена в серці
Радуйся, о наша Мати, будем Христа прославлять. Господь воскрес над нами, сердце Сына мольбами. Аллилуйя, аллилуйя. Радуйся, тешься на небе, дай нам помогу в потребе, как мы достойными стали, Сына Твоего прославляли. Аллилуйя, аллилуйя. Радуйся, о наша Мати, будем Христа прославлять. Господь воскрес над нами, сердце Сына мольбами. Аллилуйя, аллилуйя. Радуйся, тешься на небе, дай нам помогу в потребе, как мы достойными стали, Сына Твоего прославляли. Аллилуйя, аллилуйя. Радуйся, о наша Мати, будем Христа прославлять. Господь воскрес над нами, сердце Сына мольбами. Аллилуйя, аллилуйя. Радуйся, тешься на небе, дай нам помогу в потребе, как мы достойными стали, Сына Твоего прославляли. Аллилуйя, аллилуйя. Молимся. Боже, добрый пастырь, глянь ласкаво на Твой статок, приведи на вечную пашу Твоих овечат, яки цвет купил каштовною кровью Твоего Сына, яки живей володарить на веки вечные. Объявы 29 красовика, это четверг, 30 красовика, это пятница. 29 красовика в четверг вспоминаем святую Катерину Сиенскую, панну и доктора Костела, опекунку Европы. 1 мая у субботу успомин святого Юзафа Ранесника. В этот день можно отрымать отпуск полный, який можно ахвяровать за себе альбо за померлых. Больше докладно про отпусты есть написано у новом номере Аве Мария. Там все пригоже описано, что в этом годе святого Юзафа, из каких отпусков можно скористать. Захвачиваю до читания працы католические. В других артикулах есть возможность повстания Павла. То, что он повстал, там описали, конечно. От суботи 1 мая розпочинаємо традиційне майове набожество, яке буде відбуватися після святих інших вечорових. Адорація Пана Єсуса в Найсвятішому Сакраменті за нашою радію буде відбуватися наступним чином. У понеділок від 14:21, в вівторок від 14 до 19, у середу і у четвер від 19 до 21, у пятницу, субботу и в неделю от 14 до 19. На гэтым тыдні припадае першы субота месяца, дзень молитвы до Найсвятейшей Панны Марии. Дякуем Божьей допомозе. Мы маем новую дежурную, якая распочне у нас службу в нашей каплице уже 30 красавіка у пятницу. Дякую за ахвяраванне на будову, за спевы і правду літургічную, за прибирание каплицы, территории вокруг ее и тем, кто дежурил на гэтым тыдні. Про будову больше докладно поговорим наступным разом, бо мы уже заканчиваем амаль одни работы, как можно было распочать, есть и другие. Помолимся за тих, хто на гэтым тыдні святкує дні народження, імені, юбілеї, хто чекає народів дітей. Помолимся за Олеся, Евгения, Павла
і іх бацькоў, іх родных, знакомых родцаў. Памолімся за дабрадзеяў і ахвярадаўцаў нашай парафіі, таксама аб новых дабрадзеях будаўніцтва санктуарыя Божай міласэрнасці і за нас, даручаючы кожнага па асобку апецы Маці Божай Ружанцовай. Тваёй абароне аддаёмся. Святая Богородица, у наших потребах не отражай молитвы наши, и от всякой злой приходы, благодай нас за все, а откровенная и благословительная, Мать наша, Опекунка наша, Содержательница наша и Заступница наша, Сыном Своим нас предавай, Сыну Своему нас заручай, Сыну Своему нас отдавай. Дякую, что вы есть. Примите Божие благословение. Дякую нашей гурту Михалки, Михаилки, Михайлу, что приходят спевать, как нам выраживать нашу святочную и душу недельную. Примите Божие благословение. Пан с вами. И с духом твоим. Нехай вас благословляє Бог усемогутний, Отець і Син і Дух Святий. Идите в супокое Христа. Дякуємо Богу. Святий Архангеле Михайле, Держи нас в змаганні, будь з нами обороною, сухарства пустыни пастор злого духа, покорно просим, нехай его знищить Бог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, які нас будуть усмирить спасителя. Святий Боже, святий мощний, святий несмиренный, смилуйся над нами. Святий Боже, святий мощний, святий несмиренный, смилуйся над нами. Святий Боже, святий мощний, святий несмиренный, смилуйся над нами. От пожару, голоду, войны и заразы храни нас, Боже, от дракона и несвязанной смерти. Стережи нас, Боже, мы грешные, цены Бога просим, выслухай нас, Боже. Хвалите, хвалите Бога небес. Хвалите, хвалите Бога небес. Хвалите всех, Он преклонеет. Хвалите, Он наш Творец. Хвалите, хвалите Бога небес. Хвалите, хвалите Бога небес. Хвалите всех, Он преклонеет. Хвалите, Он наш Творец. Аллилуйя, аллилуйя. Богу хвала, Богу хвала. Аллилуйя.
победы. Хвалите, хвалите Бога везде. Хвалите всем, кто дыхание. Хвалите, Он наш Творец. Хвалите, хвалите Бога небес. Хвалите, хвалите Бога небес. Хвалите всем, кто дыхание. Хвалите, Он наш Творец. Аллилуйя, аллилуйя. Богу хвала, Богу хвала. Аллилуйя, аллилуйя. Богу хвала, Богу хвала. Нехай буде похвалений святейший. Правдивое тело Его, Пана нашего Иисуса, нехай будет похвален на свете.